Дорогие друзья, уважаемые слушатели и зрители, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». С вами я, редактор Светлана Вишнякова, за режиссерским пультом Айдын Слепцов и Мария Новгородова. И сегодня мы будем говорить об искусстве, поэтому в нашей студии, дорогие гости, художники Ольга Скорикова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. И Евдокия Романова. Евдокия, добрый день. Спасибо, что вы пришли сегодня. Наш эфир, первая часть эфира посвящена выставке, которая проходит в Национальном художественном музее. Открыла она свои двери в конце апреля и очень долго будет ждать гостей, вплоть до середины июня, да? Точнее, по датам вы меня поправите. Уточним для наших слушателей и зрителей. И эта выставка называется «Единство противоположностей». «Единство противоположностей». Я бы хотела спросить, в чем единство и в чем противоположности? На этой выставке представлены работы ваши, Ольги Скориковой, и вашего отца Афанасия Собакина, и такой вот семейный творческий тандем. И расскажите, пожалуйста, в чем для вас противоположности, в чем для вас единство, что для вас этот проект? Мы с куратором Асей Львовной Габышевой, искусствоведом, долго вместе думали над названием, и она решила предложить вот это название, говоря, что оно точно отражает суть этой выставки. На самом деле это так. Выставка по своему формату, она экспериментальная, поскольку мы совмещаем в выставочном пространстве двух совершенно разноплановых художников, которые работают в разных эпохах и разными языками. Если мой отец Афанасий Собакин – это типичный представитель социалистического реализма, то я, Ольга Скорикова, это, скорее всего, какие-то эксперименты в области модернизма уже 21 века. И в экспозиции, то есть на выставке, очень сложно было совместить вот эти работы, да, и смотреть, как они будут дополнять друг друга таким образом, чтобы не мешать друг другу, да, чтобы подчеркивать качество друг друга. И вот эта задача была достаточно сложная, и я считаю, что Ася Львовна, как куратор, блестяще с этим справилась. В этом противоположностей. Единство, я думаю, во-первых, оно подразумевает наше родство, да, отец и дочь. И во-вторых, я считаю, что нас с отцом объединяет некий какой-то эмоциональный посыл работ. Папа был очень жизнерадостным человеком, и свои работы я печальными бы не назвала. А какими бы вы их назвали? Я считаю, что мои работы либо радостные, либо задумчивые. Вот моя подруга Евдокия Романова может это подтвердить, либо опровергнуть. Какое мнение? Да, Евдокия, подключитесь, пожалуйста, как зритель. Расскажите, и как зритель. И, наверное, невозможно художнику быть просто зрителем. Да? Все равно вы смотрите и профессионально на работы своих коллег. Ваши впечатления? Мои впечатления... Афанасий Петрович, он был действительно такой, ближе как-то к импрессионистическому такому видению мира. Он был действительно жизнерадостный, у него удивительно чистый цвет, и мазки такие очень энергичные, очень такие радостно как-то бодро он это все это писал. Вот этого нету, вот этой мути какой-то, вот когда человек робко что-то там тюкает, там что-то там замыливает, у него вот этого все, он очень, как сказать, уверенно, очень крепко, энергично вот это вот все лепил, прямо вот очень такими энергичными, очень красочными мазками. Очень у него был замечательно чистый цвет. То же самое у Оли. Вот там в их работах нету сомнения, там меланхолии какого-то там... Печали, да. Да, вот какого-то такого мерехлюнди какой-то. У них очень позитивный и очень жизнерадостный и очень энергичный посыл в мир. И они этот мир украшают, что вот ее отец и дочь.
Афанасий Петрович, он первым был в исполнении многофигурного портрета. Правильно я подготовилась к эфиру? Да, он первый, кто обратился к жанру многофигурного портрета. А я не знала. Да, и на самом деле это была очень сложная задача. До этого писали художники либо автопортреты, либо портрет конкретного человека, а многофигурный портрет – это вот была новая задача перед якутским изобразительным искусством. И мой папа был первым, кто это сделал. Он, в принципе, такой был по своей натуре немножко экспериментатор. Не случайно вот он быстро отказался от академического языка, типичного, да, ну, который больше похож на фотографии, и выработал свой собственный авторский стиль. Вот за который его упрекали. Да, за который его упрекали, сравнивали его с французом и угрожали, что не возьмут его работу на выставку. Сегодня очень смешно вспоминать про эту ситуацию, которая его расстроила чуть не до слез, что пришла комиссия и сказала: ты где живешь-то? Это что за цвет? Как интересно, да, человек, когда вот выражает свое, когда он ни на кого не похож, это же наоборот достойно аплодисментов, такая смелость, да, и такая честность по отношению к себе. И как хорошо, что в наше время это можно делать, но, к сожалению, в советское время это было сложно. И тем не менее, ваш отец не изменил себе, он рисовал именно в своем, вот в этом стиле, да, и сегодня его картины могут увидеть наши слушатели, зрители, кто смотрит передачу, наши горожане, гости столицы, в Национальном художественном музее. Пожалуйста, приходите туда в эти дни, весь май и июнь месяц. Двери этого проекта открыты. Эта выставка, она приурочена к 95-летию со дня рождения Афанасия Собакина. Такой подарок вашему отцу вы сделали. Что бы он сказал, если бы он пришел на эту выставку? Я думаю, что эта выставка бы ему понравилась, потому что, во-первых, он сам любил экспериментировать. И поскольку я свой творческий путь начала еще когда он был жив, он всегда к моим экспериментам относился положительно, с таким любопытством, не только моим, но вот моей подруги Евдокии Романовой, других наших молодых художников из объединения «Флагистон». В принципе, и он, и другие художники относились к этому с любопытством и благожелательно. Так что я думаю, он был бы доволен вот этим неожиданным каким-то и контрастом, и сходством в нашем творчестве. У меня откуда-то информация есть в голове из каких-то фильмов про художников, что когда проходят выставки художников, сами художники как будто бы такие под маской обычного зрителя, так как тенью, ходят вот по этим залам и наблюдают за тем, как те люди, которые приходят и смотрят на картины, воспринимают их творчество. А чем занимается Ольга Скорикова во время выставки сегодняшней? Ну, поскольку я занимаю должность председателя Союза художников Якутии, это очень большая административная и общественная нагрузка, то я на своей выставке, к сожалению, была только на открытии, с тех пор ни разу не побывала. Ну, собираюсь сделать это в ближайшие дни и провести там буквально несколько часов, тем более, что работы отца некоторые я увидела впервые. Поскольку он был достаточно признанным художником, в музее находится более 70 его работ. И на этой выставке увидели белый свет те работы, которые давным-давно не выставлялись ни на его 90-летие, ни на 80-летие. И даже для меня они были новые, вот это, которое с бегущим лосем, да, или с бурной рекой Леной. Даже для меня, для его дочери это было открытие. Тем более, я думаю, это интересно будет увидеть зрителю. Было открытием, потому что были люди, которые свои личные картины подарили музею, подарили этому проекту. И вы их до этого не видели? Я их до этого не видела, да. Но папа был, как я говорю, он был очень таким позитивным человеком. Он много путешествовал, знакомился и потом годами поддерживал связь с теми людьми, с которыми он подружился. Это могли быть мужчины, могли быть женщины. Он с ними переписывался, дарил им подарки, приезжал к ним. И вот это вот одна из таких ситуаций. Когда художник просто захотел, да, что-то подарить, нарисовал, и такой шедевр оставил, а потом вот так вот через время это пришло. Люди замечательные, то, что пришли, вот отдали в дар, да, еще дали возможность тем людям, которые приходят, глубже посмотреть в творчество вашего отца. А кого вы ждете на выставку? Кто ваш зритель? Ваш и зрители вашего папы? Конечно же, это те люди, которые его знали лично, как Евдокия Романова, да? Это, может, Евдокия Романова ответит на этот вопрос? Ваши друзья. Какой зритель должен быть на этой выставке? Кто поймет? Мне кажется, любой зритель, обладающий, так сказать, глазами, душой и сердцем, он поймет. И
У нас всегда так думают, что вот нужно это, чтобы люди были как-то обучены это понимать искусство. Ничего подобного. Люди очень хорошо разбираются в искусстве. Любой простой человек, он искусство чувствует кожей. И вот этот посыл, он всегда чувствуется. Если человек, художник, отдал картине свое сердце, душу, зритель это всегда почувствует. Поэтому зритель может любой человек. У меня сестры любят ходить на выставки, она очень даже верно оценивает, сестра у меня. Вот этот хороший художник, а этот что-то какой-то мутный, она говорит. Она вот сразу чувствует, если там что-то такое фальшивое или какое-то такое скучное, она сразу говорит, это да, не на то. самом деле так. Я думаю, чувствуют. что зритель прежде всего не должен видеть в картине или в какой-то другой работе художника иллюстрацию какой-то мысли. Он должен ее воспринимать эмоционально, как музыку. Да? Мы же не пытаемся понять, о чем эта музыка мне говорит, рассказывает, какое в ней содержание. Я просто наслаждаюсь какой-то эмоцией, какую я получаю. То же самое с изобразительным искусством. Нужно просто настроиться на восприятие чувств. Через чувства принимать это произведение. Спасибо большое за ваше мнение. Я слушателям и зрителям напомню, что в нашей студии сегодня художники Ольга Скорикова, отличник культуры Республики Саха-Якутия, художник, дизайнер, председатель Союза художников Республики Саха-Якутия и дочь Афанасия Собакина. И Евдокия Романова, отличник культуры Республики Саха-Якутия, отличник системы образования Республики Саха-Якутия, почетный работник сферы образования России. Я рада, что я сейчас успела назвать все ваши регалии, и мне приятно вас видеть в нашей студии. Вначале я не стала этого делать, чтобы нам быстрее начать разговор и привлечь внимание наших зрителей и слушателей к самой выставке, куда, я надеюсь, все захотят прийти. Какая картина из тех, что представлены, для вас самая дорогая или которая прозвучала для вас как какая-то ваша музыка? Ведь когда мы смотрим на картину или, как вы сказали, слушаем музыку, ведь она что-то поднимает для каждого, что-то свое из глубин души. Именно поэтому мы продолжаем смотреть на картину и продолжаем слушать музыку и запоминаем, что для вас в этом проекте вот такое. Ну вот меня, например, удивляет картина «Отстоялись СЛСС», то есть это ботаническая картина, она посвящена теме очень трудной победы. Это драматический сюжет, но написана она настолько красиво, вот сам живописный язык, что даже вот голова мертвой лошади на переднем плане это как какая-то драгоценность. Почему? Я помню, Там не голова, там целая туша была. Мерзлая лошадь. Они использовали ее как для баррикады. да, И там, Даже по-разному вы видите, смотрите. да, и там труп человека был замороженный. Он Ой, не мы выглядел трупом. Смеемся, а такие вещи на самом деле, да? Да. Но эта картина не вызывает... Но они были нет? написаны как куски какого-то сияющего льда. Вот это очень чистыми, веселыми красками написано. И Это очень картина Афанасия красиво. Собакина. да. Да. Мне нравится, что он не подошел к этому сюжету буквально как иллюстратор, да, изображая какое-то страдание. Он смотрит на это гораздо более шире, философски, как художник, да. Но вот есть жизнь, есть в ней какая-то борьба, жизнь, смерть, и есть природа, да, есть красота этой жизни, красота этой природы. То есть он смотрит как бы с высоты на эту ситуацию. Это очень необычный подход. Да, очень интересно. Я заинтересовалась выставкой, обязательно ее посещу. У меня, к сожалению, сегодня не получилось, хотя я планировала туда прийти. И спасибо большое, что вы такой шикарный проект для наших горожан придумали. И он не единственный, потому что я знаю, что еще какой-то проект вот-вот скоро с вашей легкой руки состоится в нашем Да, городе. у нас в Союзе художников радостная новость. Мы недавно приняли в члены Союза художников новых 6 человек. Они утверждены Москвой, то есть это у нас головная организация в Москве. Это очень строгий отбор. Сначала в Якутске, потом в Москве. И у нас в середине мая откроется выставка молодых художников. Это 6 человек. Новые имена в изобразительном искусстве. Мы обязательно дадим об этом информацию. В нашем выставочном зале по Белинского, 44, в здании художественного фонда. Пожалуйста, кого интересует новое молодое искусство якутское, то, пожалуйста, просим к нам на выставку.
Наверняка там будет тоже единство противоположностей. Кстати, единство противоположностей так можно назвать и сегодняшний наш эфир, потому что первая часть эфира у нас посвящена такому классическому искусству, а вторая часть эфира, я для слушателей и зрителей хочу такой анонс сделать, будет посвящена современному искусству, будет современный театр в лице режиссера Андрея Адамова и актеров его спектакля «Шепот», поэтому, пожалуйста, с нами оставайтесь до конца передачи. Но с нашими гостями я еще хочу, Ольга, с вами поговорить. Вы ведь, кроме того, что вы художник, вы еще дизайнер. Как-то повлияла эта вторая профессия на ваше творчество? Как-то вот, например, картины вот только художника Ольги Скорикова и картина уже, когда художник Ольга Скорикова и дизайнер? Или... Сама лично я этого не замечаю, что дизайнер во мне как-то влияет на художника во мне. Но на самом деле я, конечно, думаю, влияет, потому что дизайнер – это человек, который выстраивает комфортную среду для других. И любой элемент пространства рассматривает как создание комфорта для человека. Отчасти поэтому у меня иногда бывает стремление делать минималистичные работы, потому что современный человек очень перегружен информацией, событиями, общением, визуальным каким-то шумом. Поэтому часть моих работ, они выглядят очень лысыми, очень сдержанные. Они пустые, в них работает фактура, какой-то рельеф немножко, какие-то детали. И они по содержанию своему не то что отражают какую-то картину мира, это чаще всего какой-то знак. Например, ожидание весны или уходящая зима. Что-то, что было бы как друг в пространстве, который сидит рядом с тобой, но не забивает тебе все уши. Ну, наверное, вот в этом влияние дизайна на меня, как на художника. А вы дизайном увлеклись, потому что у вас муж занимается дизайнером? Да. Дизайном, муж дизайнер. А смотрите, у вас тогда мужчины, они такие у вас, получается, ведущие вас в какую-то свою историю. Папа ваш художник, привел вас вот в живопись, да? Ну, не в живопись, в художественное искусство. Муж у вас дизайнер, и он вас привез в дизайнерское. Не совсем так. Привел, вернее. Не совсем так. Мой муж Павел Федоров до того, как мы поженились, работал телеоператором вот здесь на телевидении. И когда мы поженились, стали думать, на чем можно эффективнее зарабатывать на жизнь, поняли, что интереснее всего открыть дизайн-студию. И одним из первых крупных наших проектов был Сахатеатр, потом было Кружало. Кружало, да, вот я прочитала, да, что... Сахацирк. То есть у нас были значимые такие объекты, и до сих пор они есть. Например, недавно мы завершили вторую очередь библиотеки первого президента, перинатальный центр. То есть очень крупные республиканские объекты, которые, конечно, мне много времени не оставляли на изобразительное искусство, но и интереса к нему я не теряла. Я могу с гордостью сказать, что я единственный действующий дизайнер, и он же действующий художник в республике. Такие проекты мощные, которые как раз-таки, вот ваши дизайнерские, да, которые как раз-таки показывают гостям нашей республики, нашего города, столицы, и, ну, реально круто. Понятно, что это вот для того, чтобы рассказать больше о нашей республике, о менталитете. Вот этот вот проект, с которого мы начали сегодня разговор, «Единство противоположностей», выставка в Национальном художественном музее, которая ждет всех почитателей искусства. Какая основная ее цель для вас и достигнута ли она, как вы считаете? Мне бы, конечно, как дочери, во-первых, хотелось бы поддерживать интерес к творчеству моего отца, Афанасия Собакина. Я искренне считаю его выдающимся художником, который занял свое определенное значимое место в истории изобразительного искусства. Я очень благодарна руководителю Национального художественного музея Владе Владиславовне, которая предложила эту выставку сделать совместной. Я думала, что это будет выставка, посвящена именно памяти отца, 95-летию. Она говорит, давай вместе с дочерью сделаем. И что вот, как я говорила, Ася Львовна справилась с этой задачей. А для меня, конечно, это впервые такая, как для автора, крупная ретроспективная выставка, потому что первые мои работы там датированы прошлым веком, когда я еще вот только закончила вуз, только стала экспериментировать в области изобразительного искусства и заканчивая работами свежими этого года. И мне было очень интересно видеть, как в разные периоды своей жизни меня интересовали разные темы, техники, сюжеты.
Ольга, спасибо вам огромное. Евдокия, спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию, что мы рассказали слушателям и зрителям о таком замечательном проекте, который может посетить каждый в Национальном художественном музее. Еще я хочу поблагодарить Асю Львовну Габышеву за предоставленные материалы, которые сегодня мы показали нашим зрителям, и за помощь в организации эфира. И жду ее в удобное для нее время в нашей студии. И нашим слушателям и зрителям я хочу сказать спасибо за внимание и напомнить, что во втором блоке вас ждет Анна Федорова, ее гости, представители современного иммерсивного театра. Оставайтесь на нашей волне радио Тетимы на канале НВК Саха. Не переключайтесь. Друзья, приветствую вас. Второй блок прямого эфира передачи «Якутск сегодня». И проведу сегодня его я, Анна Федорова, исполнительный директор акционерного общества «Прогноз» и автор инклюзивного проекта «Обнимаю сердце». Сегодня у нас очень интересная тема и где-то непонятная, где-то неизвестная, наверное. Я думаю, что немногие знают, что такое иммерсивный театр. Так вот, 30 апреля у нас в городе прошел первый показ спектакля «Шепот» в формате иммерсивного спектакля, режиссером которого выступил Андрей Адамов. И у меня сегодня замечательные гости. Андрей Адамов, режиссер, и актеры студии «Актера». Я правильно называю? Да. Студии «Актера». И, пожалуйста, представьтесь. Андрей Адамов, Марфа Дорофеева и Александр Акимов. Расскажите, пожалуйста, про формат спектакля. Он новый, современный и нетрадиционный, да? Да. С чего начать? Начнем с того, что вообще сама идея, вот поставить такой иммерсивный спектакль, оно зародилось, получается, в прошлом году, летом я ездил на фестиваль, это город Суздаль, и там проходил такой молодежный фестиваль под названием «Человек мира», где со всей России собрались творческие ребята, коллективы, и каждый из них работал в каком-то ключе. В каком-то там музыка, балет там был. Все вот эти виды искусства, они все были. И мои ребята представляли, конечно, Якутию, и мы были вовлечены в такой спектакль, иммерсивный спектакль, где он назывался «Вишневый Ваня и три чего-то, короче». Это именно по произведениям Чехова. По произведениям Чехова ребята создали некую такую, скажем, вселенную Чехова, мультивселенную Чехова, где были все его персонажи, и все жили в такой маленькой усадьбе, все персонажи, Я играл там Фирса, и мне это безумно понравилось, как, допустим, как режиссеру, особенно как исполнителю, потому что на тот момент я был исполнителем, и как исполнителю мне понравилось именно вообще его, скажем, некая такая, то ли воспитательная, такое, знаешь, актера, это своего рода, если находиться именно в иммерсивном спектакле, быть участником иммерсивного спектакля, это идет такой очень хорошая работа не только как в качестве актера, но и вообще как личности. То есть, пока я там играл, может быть, я сейчас какими-то загадками говорю, когда я там играл, я проработал все свои, скажем, такие моменты, и негативные, внутренние какие-то переживания, и то, что у меня копилось, это у нас у всех, то, что накапливается внутри у нас, и это может быть негативные, были и позитивные моменты, то есть, со всех сторон, я вышел оттуда такой весь обновленный после этого. И я такой думаю, это надо поставить. Именно такой подход нужно. Слава богу, у меня есть студия, наша студия, студия актера. Я такой подумал, на ребятах нужно это попробовать, Во-первых, как режиссер и в рамках именно воспитания, актерских навыков, у участников.
Вот, ну, вот сумбурно. Спасибо. Спасибо. Марфа, расскажи, пожалуйста, кратко о себе и что для тебя иммерсивный спектакль? Ну, я многодетная мамочка, сижу по уходу за 3-м ребенком, и для меня иммерсивность... Вот Андрей рассказал, да, он приехал весь воодушевленный, вдохновленный, и сразу мне позвонил и начал рассказывать. Я хочу так-то, так-то, так-то. Но мы сперва его не поняли, не приняли. И прошло... до Нового года у нас другой показ был. И после Нового года тоже не совсем поняли, но приняли участие, да? Для Якутска это совсем новый формат. И зрители тоже, которые были у нас... тоже двоякое мнение, впечатление осталось, потому что Якутск, возможно, в какой-то степени не готов, в какой-то степени тоже удивился, да, но иммерсивность — это не когда есть стандартные столы, стулья, да, и цена, нет, там нету такого, а когда полностью погружаешься, получается, в эту сцену, в этот показ и живешь жизнью этих людей. Да, Вот. спасибо. Александр, представьтесь, пожалуйста, и что для вас иммерсивность? Для меня иммерсивность, да, это вот тоже такой термин, который я вообще от Андрея в первый раз услышал, да, и поначалу вот он мне объяснял, не только мне объяснял, а вот он рассказывал, я, честно говоря, вообще ничего не понял. Думаю, ладно, так как я всецело Андрею доверяю, как режиссеру, я зажмурил глаза, как говорится, и внедрился в это дело, да, и только потом, уже когда мы уже вот этот вот показ делали, да, уже ближе к показу, до меня только тогда дошло, вся вот эта вот дальновидность и мудрость, скажем, нашего педагога, да, именно вот иммерсивный театр, что он делает, в чем его преимущество, да? Андрей, как педагог, он поступил очень мудро и хитро, научив нас, начав заниматься с нами именно иммерсивностью, потому что тут происходит полное погружение в роль актера. И если человек все-таки окунулся в иммерсивность, понял, что это такое, и стал ее использовать, да, он в дальнейшем сможет играть практически любую роль. Практически любую, потому что он уже не играет, а он живет именно этим персонажем. И это намного получается глубже, быстрее, да, чем мы начнем вот эти вот академические знания получать там. Актерские академические знания, там, по годам, да, 1-й год обучения, 2-й год обучения, 3-й год обучения. А тут вот сразу, если ты в роль вошел... На практике, да? Да, ага. Если ты в роли, если ты одел шапку этого человека, то ты им стал. Все, и играть уже после этого можешь любую роль. Главное, все зависит от того, как ты воспринял, как ты понял этого персонажа, опять-таки от интеллекта актера, скажем так, да? Как говорится, насколько человек хорошо прочувствовал этого персонажа, вот так он его и покажет. Позвольте мне тоже выразить свое мнение, да, потому что мне тоже выпала честь играть личного кутюрье королевы. И иммерсивность это, с одной стороны, и риск, но, с другой стороны, это кураж. Потому что у актера нет заученных слов, нет роли, но есть персонаж и его история. И вот только от меня зависит, да, вот в данной роли, в данном месте, как я покажу характер, да. И я видела замешательство в глазах зрителей, потому что это же вообще новый формат, вот как Марфа сказала, да, нет сцены, люди могут ходить, люди могут трогать, люди могут задавать вопросы даже. Допускается, да. Да, допускается, чтобы они задавали вопросы. И наша была задача не выходить из этой роли, да, то есть на данный момент здесь и сейчас Марфа была алкашка, Александр был король, я была кутюрье, и важно было выдержать вот эту вот историю, да, каждая была самостоятельная какая-то история, но в итоге она вся как бы в конце срослась. О чем все-таки спектакль? Начнем с этого, да. Взяли за основу
наверное, скорее всего, мы взяли за основу только название. Да, по Пушкину, да, Александр Сергеевич Пушкин, это «Пир во время чумы». Спектакль мы назвали «Шепот». Действительно, от произведения, да, Пушкина осталось только название. Но мы по-своему трактовали, да, «Пир во время чумы», то есть мы немножко начали не сюжет трактовать, да, а название «Пир во время чумы». Не будем говорить почему, да. И вообще, вот продолжая тему иммерсивности, вообще есть такое понятие, ну, как сказать, вот в Москве, да, тоже после этого показа, ну, в Суздале, да, после этого показа очень много обсуждали. Вообще иммерсивность, она возникла давно. Угу. И как и в мире моды, так и в мире театра все это возвращается, да, все становится актуальным. И, может быть, вот эти жанры, давно забытые формы, они вновь их воскрешают. Может быть, это по необходимости. Есть такое, ну, понятие, как мировое сознание, да, социальные вот эти вот моменты, может быть, да, ну, об этом тоже говорить можно очень долго, да, и бесконечно, можно спорить и так далее. Вот, но иммерсивность, например, вот тоже, когда я выставил в своих статусах, сторизах, да, то, что мы стали первыми, многие, скажем, знатоки, да, многие вот это тоже самые режиссеры, да, ну, вот из моего мира, да, они вот звонили, писали, то, что вы не первые, да, вот, зато я сижу в НВК, ребята. Да, но в любом случае, почему мы первые? Потому что, ну, извините, сколько я с 2003 года в мире искусства, да, внутри нашей республики, то, что вот называют иммерсивностью, скорее всего, по большей части они говорят об интерактивном спектакле, где зритель становится соучастником, где зритель становится активным участником, да, постановки. То есть зрителя вовлекают. Это интерактивный спектакль. Вот иммерсивный, да, опять же, об иммерсивности, еще раз говорю, да, об этом можно говорить долго, но скажу ключевые моменты. Есть, например, вот иммерсивный спектакль, да, если он решен, например, в контексте полного погружения, да, то есть в этот момент, что такое полное вовлечение, да, зрителя, как там, допустим, реципиента, да, ну, которого воспринимающего, да, человека. Здесь, получается, зритель заходит, и он, скажем, вот он заходит, и получается, вот давайте, вот, допустим, мы одолжили помещение, там, где было сколько? Раз, два, три, четыре. Скажем, 4 зала. Да? 4 зала. И внутри каждого зала тоже такие маленькие там... Ага. То есть, это вот, да, уборные, да, допустим, душевая и так далее. Да? И туда тоже мы, получается, всех... Да, ну, у каждого была своя территория. Кто-то сидел в ванной, кто-то сидел в душевой, кто-то сидел в основном зале, кто-то в прихожке и так далее, и так далее. Да? То есть, вот зритель заходит, и, получается, он как бы... Как это помогать, ребята? А то сейчас у меня в конце рабочего дня уже словарный запас. Вот зритель заходит, как его вовлекаем? Во-первых, атмосферой. Да? То есть, ходят какие-то, скажем, ну, странные, да, люди в странных одеяниях. Плюс мы максимально, что есть мочи, да, мы организовали вот это пространство, да, всякие там вешали, там, начиная какие-то вывески, заканчивая какие-то там, ну, вот эти обычные бытовые, да, утварью, да, то есть там какие-то странные там чемоданчики всякие, да, свечки, подсвечники, там, и так далее, да. То есть зритель, он погружается именно в атмосферу, да, это вот вовлечение. Да, мы использовали иммерсивность вовлечения. Дальше мы использовали иммерсивность переноса, да. То есть иммерсивность, он переводится как вовлечение. Дословно он переводится как вовлечение. Иммерсивность переноса. Что это значит? Это значит то, что вот мы зрителя взяли и перенесли в некую такую, скажем, ну, в непонятное пространство. В среду, да. Еще это называлось, насколько я знаю, генерализация, да? То есть, это, получается, когда человек попадает в произведение. В произведение, не читая этого, да, он может не знать, да, но он попадает в это произведение, и он должен понять, кто есть кто, who is who, да, допустим, там. Андрей, прошу прощения. Друзья, вы также можете попасть в наше пространство сейчас, позвонив нам по номерам 320066 и 321166. Продолжай, пожалуйста. Да, спасибо. И вот мы использовали иммерсивность переноса. То есть зрителя мы постарались перенести именно в наш мир.
Да? Ну, это же похоже на квест. Да, это вот Это же система. получается, что человек пришел, он ничего не понимает, Да. но есть какие-то загадки. Зацепки, Зацепки для ума, для того, чтобы понять вообще, что происходит и что я здесь делаю. Да. Да. И в конечном итоге целая картина вырисовывается уже. Вырисовывается, да. И вот ключевой момент еще в иммерсивности, да, это время. Время пребывания, скажем, вот зрителя, да, еще его зовут контрибутор, да, в иммерсивности зритель зовут контрибутор, который вот, он не зритель, и зритель это который вот сидит и воспринимает, просто смотрит, он как бы не вовлечен, просто знает, там актеры, тут я зритель, это актеры, вот сцена, все, да, и он сидит, это зритель. А тут немножко другое. То есть зритель, он заходит, как бы он физически здесь, да, но мы его, слава богу, ментально еще не трогали. Да. То есть мы его эмоции, мы не касались их, да, мы не вовлекали. Ну, не считая вот Женю, да, который вот... как охране, да, он прям, ну, исполнял свою, какие-то функциональные свои обязанности, да. Андрей, сейчас рассказываешь, и прямо как-то это... Какие-то страшные слова. Во-первых, непонятно, что такое иммерсивность, потом появилось слово «контрибутор», потом тебя обыскивают. Ну, кто заинтересован, Google помощь, да? Да, ну, да, извините, что, может быть, слишком эмоционально рассказываю, да, ну, еще вот такие, ну, это термины такие, да, и у каждого направления есть такие термины. А почему именно вот этот состав? Вот я услышала, что год тому назад воодушевленный приехал, но как-то же год вынашивал, и только сейчас решил поставить такую постановку. Ну, так получилось, что тот состав прошлого года по тихой, они, ну, в силу каких-то своих, ну, вот, скажем... Личных, да, в плане здоровья очень многие болели, да, и, там, ну, по каким-то семейным обстоятельствам, да, там... Ну, 8, не случилось. Да, 8%, да, они вот, скажем, перестали, ну, посещать занятия. И вот я набрал, скажем, новый состав, новеньких. Да, и в свою выгоду я скажу то, что у меня занимаются ребята минимум как 2 года. Да, самый рекорд был поставлен, это вот 5 лет занимались. Потом я уже сам, Диана, уходи, потому что это уже высшее учебное. Слушай, а ты не волновался, потому что и дети играли, и новички, ну, я про себя, например, да? Есть же тоже новенькие. Да. И дети играли, да. И новый формат. Угу. Это, ну, риск, мне кажется, нет? Я рисковал, наверное, только чем? Именем. Нет, в какой-то степени волновался же. Он запретил, чтобы дети приходили смотреть, да, потому что там, ну, может быть, и не совсем безопасно. Потому что маленькие дети приходили смотреть, как зрители. Тут, кстати, да, вот студия актера по понятным причинам, да, нет профессиональных актеров. Но они были, но они выбивались. Да, и потом даже был такой даже момент, у меня занимались 2 профессиональных актера. Ну, один недавно, который вот закончил, да, вуз, а другой уже работающий актер. И они прям себя так неловко чувствовали. И тут самое главное, да, они еще засомневались в том, что хорошо ли они играют. Хорошо, друзья, какие у нас есть пожелания для тех, кто нас смотрит, и кто нас слышит? Буквально у нас минута осталась. А мы уже заканчиваем. Да, время летит. Друзья, играйте. Жизнь, она вот яркая. Да, пробуйте себя в разных вариациях, да, приходите к нам в студию актера Андрея Адамова. Особенно нужны мужчины, девушек и много. Находите то пространство, в котором вы можете самовыразиться. Да, приходите, вы себя попробуете и ощутите весь тот спектр эмоций, которые испытали мы. Все, у нас передача заканчивается, к сожалению, с любовью к вам.